Здравствуйте, уважаемые стрельцы! Рада вас приветствовать. И это ваш расклад на новый 2021 год. Посмотрим 12 сфер вашей жизни, какие события в них будут происходить. И если что-то вас затронет, обязательно пишите это в комментариях. Итак, ваша личность, дорогие стрельцы, ваши финансы, ваше окружение, контакты, дом, недвижимость, семья, любовь, работа, здоровье, партнерство, кармическая ситуация на год, самообразование, саморазвитие, ситуация с карьерой, как к нам относятся люди окружающие, общество, как нас воспринимает, и наше состояние душевное, психологическое в течение года. Итак, ваша карта, вот с какой вы стартуете в первый месяц этого года, это шестерка мечей. Шестерка мечей – это карта перемены. Для кого-то это будет карта переезда, для кого-то это будет карта перехода на новую должность, может быть, на новую работу. Очень ситуация будет меняться в течение года у стрельцов. И эта карта очень связана с обучением, с получением знаний. То есть благодаря тому, что вы воспринимаете новую информацию, учитесь постоянно, вот у вас идет рост. Рост не только в карьере и финансах, но и ваша личность тоже развивается постоянно. Шестерка мечей говорит о вашем остром уме, и вы уже готовы в этом году что-то новое начать. Возможно, вы уже и в прошлом году к чему-то готовились, но вот в этом году вы начнете реализовывать. Видите, какой мост между берегами. Вы сможете перейти на новый уровень, вы сможете добиться того, чего хотите. А если была какая-то цель с кем-то помириться, это тоже будет. В общем, любые ваши цели, планы, желания, они будут осуществляться. Причем это будет довольно-таки легко сделать. Но, может быть, это будет нелегко психологически, да, то есть нужно будет привыкать, приспосабливаться, но, в принципе, события будут складываться так, что все у вас здесь получается. Также карта говорит о том, что, может быть, какая-то договоренность заключена, может быть, подписан какой-то договор, какие-то документы оформлены, важные, которые вот никак вы не могли оформить или которые долгое время готовились. Может быть, разрешение на выезд или еще что-то такое. В финансах у вас, уважаемые стрельцы, выпадает замечательная для денег карта старшего аркана «Дьявол». В принципе, это карта как раз материального, да, когда наши знания, когда наш опыт преобразуется в какую-то материальную форму, в данном случае в деньги, да, а на эти деньги мы можем купить все, что угодно. То есть для этой сферы очень положительная карта больших достижений. Когда вы будете зарабатывать столько, сколько хотите, когда ваши цели и планы материализуются, если была запланирована покупка недвижимости, может быть, деньги на нее придут. Здесь может быть и помощь какая-то извне, вот как-то ситуация складывается каким-то волшебным образом, как будто высшие силы вам помогают. Главное, чтобы у вас были цели, большие цели на то, как вы будете тратить ваши финансы, потому что здесь деньги приходят только на ваши цели. Нет целей, нет финансов. Или, допустим, цели маленькие, придут маленькие деньги. Высокие цели, придут высокие деньги, большие деньги. А также карта говорит о том, что в деньгах нужно обязательно, чтобы был порядок. Желательно, чтобы деньги шли только на благие какие-то цели. Нельзя допускать какой-то безнравственности, эгоизма, да, думать только о себе. То есть, если я зарабатываю, это не значит, что это только для меня. Это и для моих близких, для моей семьи. В общем, я должен правильно распределить эти деньги. Также карта говорит о том, что здесь будет проверка от судьбы у вас, дорогие стрельцы, на то, как вы умеете деньгами распоряжаться. То есть вам судьба даст большие деньги, большие возможности, большие доходы и будет смотреть, как вы будете ими распоряжаться. Может быть, вы их как-то потратите неумеренно, да, на какие-то развлечения. То есть не на что серьезное, а вот просто на какие-то глупости. И тогда
уже как бы эта ситуация не повторится. То есть идет такая серьезная проверка у вас по финансам, но через деньги, через приход денег. Или может быть другая ситуация. Допустим, что-то не по закону будет вам предложено, ну, допустим, какая-то сделка, да, вы в которой можете участвовать, вам пообещают какую-то крупную сумму денег, но это вне закона, да, и здесь может быть очень большая проблема. То есть вот такие проверки от судьбы идут по деньгам у стрельцов. А теперь сфера общения, сфера контактов, и здесь 4 чаш. Ну, 4 чаш – это, знаете, какая-то тоска, да, когда мы не можем, может быть, найти какого-то понимания в кругу близких людей. Или, может быть, мы так устаем, что не хотим общаться, да, закрыты как-то. Но вообще 4 чаш у нас карта, которая говорит о том, что мы можем какой-то меланхолии подвергаться. Да, знаете, вот бывает так, что вроде бы нет никаких видимых причин, а вот что-то внутри не так. И вот с этим состоянием нужно что-то делать. Так как это третья позиция, да, третья сфера, вот здесь мы имеем полное влияние на то, что происходит. То есть от нас зависит, как мы будем себя чувствовать, как мы будем себя вести. То есть вот из этого состояния 4 чаш нужно обязательно выходить. Карты рекомендуют нам вот по-другому взглянуть на свое окружение, быть благодарными тем людям, которые с нами рядом. И вы можете, знаете, после того, как вы поменяете взгляд на окружение, вы можете почувствовать даже какую-то внутреннюю энергию от того, что вам захотелось общаться, вам захотелось жить, вам стали нравиться эти люди. Просто вы сами поменяли к ним отношение. Вы как бы в этом году докажите всем, что вы достойны хорошего отношения тех людей, которые с вами рядом. Вот что-то, может быть, нужно сделать для них, меньше думать о себе, да, а больше думать о тех людях, которые рядом. И тогда, конечно, здесь все очень даже хорошо будет. Проживите какое-то состояние, может быть, тоски какой-то, да, но не обращая как бы на него внимания особого, то есть вы как бы это прочувствуете, но старайтесь его как-то превзойти, да, то есть даже в этом состоянии можно делать что-то хорошее, можно поступки совершать другие, которые расходятся с нашим состоянием, и за поступками поменяется и ваше настроение. Теперь посмотрим следующие сферы. Вот эта сфера недвижимости и семьи вашей. Здесь выпадает карта Маг. Ну, отличное начало для того, чтобы, может быть, на новом месте обосноваться, новый дом купить, новую семью приобрести, да, ребенка родить и так далее. То есть здесь действительно что-то новое. Это единица, начало. Начало всего, что вот касается вашей недвижимости, вашей семьи, происходит в этом году. А также это намек на то, чтобы вы были инициативными, чтобы вы старались решать те вопросы, которые у вас вот в семье есть. Может быть, помогали родителям, может быть, там решили построить дом, да, или еще какие-то такие шаги очень важные сделали, проявили как-то свои способности. Может быть, вот знаете, от вашей воли зависит здесь все практически, что в этой сфере будет происходить. Несмотря на то, что здесь и другие люди, да, с вами рядом живут, но именно от вас будет исходить инициатива, и все перемены будут тоже благодаря вам. Очень хорошая карта, в принципе, когда можно поменять все. Если были плохие отношения с родственниками, можно помириться и совершенно заново начать. Если, допустим, были какие-то сложности с недвижимостью, да, вот можно прямо на пустом месте что-то создать в этом году. Но, по крайней мере, заложить начало, какую-то основу. Любовь. Для любви выпадает замечательная карта Колесница старшего аркана. Еще один старший аркан, уже третий у стрельцов. Очень здорово здесь будет решаться вопрос одиночества. Если вдруг кто-то был одинок, это год для того, чтобы приобрести пару. Вот видите, даже здесь изображены мужчина и женщина, да, вот
которые быстро мчатся. То есть это быстрая перемена, это неожиданные встречи, это отношения, которые быстро переходят в семейные, в брачные, или вы просто вместе начинаете жить. Очень такое тесное сотрудничество может быть. То есть действительно вы можете влюбиться очень легко. И знаете, вот эта карта, она она кармическая, она связана с глубокими эмоциями, чувствами. А вы, когда увидите этого человека, вы сразу почувствуете, что он как бы ваша как бы половинка, да, что это человек, который вам предназначен судьбой. Вы это сразу почувствуете. Ну, либо, допустим, в ближайшее время, как только начнете общаться. Если же у вас уже есть семья, то будут чувства как-то всколыхнуться, да, вы как будто бы обновляете свои чувства, и здесь любовь просто может вспыхнуть. Если вы решили свое дело начать, просто замечательная карта, вы можете в течение года уже даже добиться хороших результатов. То есть это очень хорошее время для того, чтобы менять свою личную жизнь к лучшему. Это будет совсем другая личная жизнь, не такая, какая у вас сейчас. Это обязательное улучшение, повышение энергий. Работа и здоровье. Снова старший аркан. Это удивительный год, потому что сколько уже сделала раскладов, и очень часто появляется очень много старших арканов в одном раскладе. И вот стрельцы не исключение. Здесь в здоровье может быть обновление. То есть даже те болезни, которые были хроническими, появляется возможность излечить, исцелить. И может быть какими-то нетрадиционными методами или новейшие технологии какие-то появляются. А для работы тоже это смена работы, это может быть выбор такой, то ли заниматься деятельностью, к которой привык, то ли заниматься чем-то новым, что душа просит, требует, развивать какие-то свои способности. Но здесь нужно быть осторожнее, потому что можно, допустим, уйти в никуда, и сразу же, допустим, вы не будете получать деньги, да. Если только у вас есть запас какой-то денежный, тогда можно позволить себе вот проститься с одной работой и начать, искать другую, да. Лучше, если у вас запаса нет, то тогда найти сначала как бы другой способ самовыражения, да, а потом уже уходить с работы с предыдущей. Но в любом случае, смотрите, здесь как-то вы будете себя вести так, что люди, вот, с которыми вы работаете, они не совсем вас будут понимать и, может быть, даже осуждать, шутить над вами, да. Может быть, в глаза вам не скажут, но за спиной вполне возможно, что, в общем, здесь как могут говорить о том, что вот у человека есть хорошая стабильная работа, а ему все что-то не хватает. Ну, в общем, что-то в этом роде может быть. Давайте посмотрим партнерские отношения. Карта короля. Карта короля мечей выпала у вас в плане партнерских отношений. Это, знаете, такая целеустремленность, да? Для многих стрельцов это будет время вступления в брак, это будет время разводов даже у кого-то, да, то есть это какие-то кардинальные такие решения. Вот есть какая-то цель, которая вот в плане взаимоотношений, и я к ней следую. Это может быть и свой бизнес новый, это может быть, наоборот, прекращение деятельности в бизнесе и открытие какого-то нового направления. То есть здесь кардинальные такие перемены, перестройки, все зависит от ваших целей, которые у вас есть. Но то, что вы будете здесь очень разумно действовать, это точно. То есть вы не сделаете ошибки, вы все взвесите, прежде чем примете какое-то решение. Это кармическая карта для стрельцов на 2021 год. Здесь выпадает семерка мечей. Карта, которая говорит о том, что вам нужно будет искать какие-то новые пути для того, чтобы себя выражать. Семерка мечей – это карта, когда вокруг нас ходят какие-то слухи, сплетни, когда дается нам какая-то информация, которая сбивает с толку, или мы сами о чем-то переживаем, не можем на что-то решиться.
Или мы должны вот по этой карте следовать каким-то своим путем, не таким, как привычно, да, для других людей. И это тоже как-то страшновато, скажем так, да. Семерка мечей вообще карта сложная, потому что она требует обращения к интуиции. По этой карте мы должны обращать внимание на знаки, на шансы, которые дает судьба. И тогда, вот, когда мы слушаем себя и действуем вот по знакам, да, по шансам, тогда все будет в порядке. Семерка мечей – это карта, когда мы решаем какие-то вопросы в паре или решаем какие-то вопросы с другими людьми. Допустим, мы кому-то что-то пообещали, и вот пришло время, а мы не знаем, хотим мы уже этим заниматься или не хотим, хотим мы осуществлять то, что пообещали или нет. Мы уже взяли на себя обязательства, а выполнять их не хотим. То есть вот такие сложные моменты будут перед нами вставать в этом году, да, и вот нужно будет все-таки выполнять свои обещания, может быть, каким-то другим способом, может быть, придется это отложить, но все-таки обещания нужно выполнять и слушать себя обязательно. Тогда вот год реализуется самым лучшим образом для нас. Но то, что придется принимать решения самостоятельно, не опираясь ни на чье другое мнение, это 100%. И самообразование, карта нашего развития, тоже семерка, только жезлов. Здесь у нас ситуация борьбы за себя, за свои интересы, может быть, борьба с собой, за то, чтобы обновлять свою жизнь, за то, чтобы новому учиться, какой-то опыт приобретать, или, может быть, с новым человеком познакомиться. Допустим, у вас уже есть пара, но вы понимаете, что вам вместе не быть, и вы можете принять решение, допустим, вот в своих интересах, что вам нужно расстаться. Не потому, что вы уходите к какому-то человеку, нет, вы один. Семерка жезлов – это когда один против всех, да, то есть вы остаетесь один, а не уходите к какому-то другому человеку. То есть такая ситуация тоже может быть для саморазвития. Или, может быть, вам придется доказывать свое право на что-то. Но, в принципе, вот семерка жезлов – это карта, когда у нас есть какие-то желания, стремления, собственная индивидуальность, и мы стараемся ее отстаивать во что бы то ни стало. Ну, или учимся вообще понимать, что мы хотим на самом деле. Очень часто мы даже не понимаем, наше это желание или желание других людей, которые с нами рядом. И вот в этом году мы учимся понимать, что это именно наше желание, что именно я хочу здесь учиться, именно я хочу так поступать. Вот будем отстаивать свое мнение, свои желания. В карьере десятка пентаклей. Замечательная карта. Это карта, когда везет сразу многим, да, то есть если вы получаете что-то в плане карьеры, то при этом получает много человек какого-то блага, да, то есть это, знаете, такая ситуация, когда ваши цели и планы сходятся с планами и целями коллектива, организации и так далее. То есть здесь вот будет такое общее достижение. В принципе, десятка пентаклей очень хорошая карта, когда реализуются наши все мечты и планы до одного и даже более того. И так как эта карта материальная, мы получаем это все вот именно в видимом выражении. Это или деньги, или это какой-то пост, статус, должность, или это, может быть, для кого-то какие-то построенные объекты, допустим, да, или еще что-то такое. То есть то, что мы можем действительно потрогать, увидеть. Замечательные достижения ждут стрельцов в карьере. Ну, это результат прошлых лет, усилий прошлых лет. Это и окончание ситуации, и уже выход на новый уровень. Как будут к вам, дорогие стрельцы, относиться люди окружающие? Карта суд. Не всегда вы всем будете нравиться. Иногда будут осуждать, критиковать. Но это, наверное, самое большое испытание для вас в этом году, потому что при всем том, что говорят другие, нужно оставаться верным себе. Вот это важно.
Ну, в принципе, эта карта хорошая, это карта возрождения. Может быть, вы наконец-то почувствуете, что вы свободны от мнения других людей. Как вы будете чувствовать себя внутри, вот психологически, будет ли вам комфортно? Двойка пентаклей, вы приспосабливаетесь к новому какому-то состоянию. Может быть, меняется ваше такое ощущение себя в течение года, да? То вы уверены в себе, то нет. То у вас может быть радость на душе, то очень сложно вам бороться с какими-то эмоциями. Но это будет все в течение года. В принципе, двойка пентаклей – это карта, даже считается картой веселья. Да? То есть, может быть, все, что будет происходить у вас внутри, вы будете как-то легко воспринимать, не будете на этом зацикливаться, понимаете, что любые сложности это временно, что все пройдет. То есть вот такой оптимизм, он будет присутствовать в течение всего года. Вот такой ваш год, дорогие стрельцы. Пишите свои комментарии, пишите на мои контакты, если хотите свой расклад на год. Желаю отличного Нового года, здоровья, счастья вам в личной жизни и, конечно, финансовых улучшений. Всего вам доброго, до новых встреч!